Приветствую вас, уважаемые телезрители. Мы находимся в Дворце культуры города Назрани, где в настоящее время проходит 4-й уже Республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия». У нас беседа с Юнусбеком Маматгиревичем. Ассаламу алейкум, здравствуйте. Юнусбек Маматгиревич, ну вот как вам форум? Он 4-й, как мы уже отметили. Что меняется из года в год? Ну, лучше. В этом году лучше. Молодцы. Организаторы постарались. Много гостей. В том числе приехали и с агентства стратегических инициатив, и с Ассоциацией женщин, Ассоциацией руководителей женщин, Ассоциацией предпринимателей России. В том числе она же является и руководителем Российско-Арабского делового союза. Много гостей из соседних регионов и предприниматели, выставка хорошая. Ну и плюс, скажем, годом наращивается наш потенциал не только в виде выставляемой продукции, производимой в республике, но и в виде такого вот хорошего товарного вида продукции. Поэтому этот форум в первую очередь предназначен для того, чтобы поддержать малое и среднее предпринимательство, видеть, какие ошибки, какие плюсы и минусы всего производства. И, конечно, организовать такое тесное взаимодействие среди предпринимателей, в том числе округа. Хотя здесь находятся и предприниматели Москвы, Московской области, Нижегородской области, Ростовской, Краснодарского края и многих других регионов Российской Федерации. Ну а теперь, наверное, пожалуй, самым главным культурным мероприятием этого года для нас, для жителей Ингушетии, большой праздничный концерт в Кремле в честь 25-летия Республики Ингушетия. Проводили мы его совместно с Братской Республикой Карачаево-Черкесии. Как вам торжество и в каких еще мероприятиях вам удалось принять участие, находясь в Москве? Организация тоже хорошая. И надеюсь, что нашим землякам и Республике Ингушетия, и Карачаево-Черкесии, да и всем кавказцам, которые были на концерте, присутствовали, понравилось. Ну, особенно надеюсь, что понравилось нашим гостям этого концерта, мероприятия. Почему? Потому что мы старались это сделать, и когда мы разговаривали с главой Карачаево-Черкесии, понимали, что это надо сделать, и было понимание того, что нашим землякам, которые находятся за пределами республик наших, они тоже должны увидеть какие-то такие проекты, программы. Ну и концертная площадка – это главная концертная площадка нашей страны, столицы Москвы. И это тоже такой хороший эффект для представления нашей культуры, наших творческих коллективов на этих площадках. И я скажу, огромное количество гостей, почетных гостей. И присутствие непосредственно на этих мероприятиях Валентина Ивановна Матвиенко, первый заместитель администрации президента Российской Федерации Сергея Владимировича Кириенко. Присутствие здесь Ольги Юрьевны Голодец, вице-премьера, федеральных министров, в том числе и министра по делам Северного Кавказа, большого количества депутатского корпуса, руководителей различных там комитетов, учреждений федеральных, сенаторов, то есть и других почетных гостей. Это все, конечно, говорит об уважении к нашему народу, к народу Карачаево-Черкесии и о том, что мы правильно все это организовали. И их поздравления, их восхищение самими нашими творческими коллективами, нашими там артистами, это тоже, опять же, оценка деятельности наших культурных организаций. Ну, на этой неделе вы поздравляли не только жителей Ингушетии, Карачаево-Черкесии, вы также выезжали в Ставрополь, где отмечался День Ставропольского края и самого Ставрополя, ему 240 лет. Также я знаю, что вы выезжали в Владикавказ, где проходил Кавказский фестиваль «Мариинский Владикавказ». Вот расскажите более подробно об этих мероприятиях. И вот касательно последнего мероприятия, есть ли вот такая мысль, идея развивать вот интерес к классической музыке здесь, в Ингушетии? Да, мы вместе с главой Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республики Дагестан посетили Ставрополь. Великолепный город, он преображается с каждым днем. И поучаствовали на торжественных мероприятиях, поздравили нас, в том числе от жителей Республики Ингушетия, наших дорогих соседей, братьев, ставропольчан с их праздниками. Ну и посетили подворье. И в этом году, в том числе подворье ингушской общины, которая проживает в Ставрополе. Еще раз убедились, насколько дружно, компактно, красиво живут многие народы в Ставрополе, насколько многонационален Ставропольский край и насколько правильно выстроена и национальная политика, и внутренняя политика непосредственно губернатором Владимиром
Владимировичем в Ставропольском крае. И это, конечно, стоит дорогого. Оттуда мы перелетели в город Владикавказ. Здесь я хочу подчеркнуть и с большим уважением именно деятельность Гергиева Валерия в плане поддержки не только осетин, а поддержки именно творческих детей, одаренных детей Северного Кавказа. Он вышел с инициативой, Ольга Юрьевна Голодец поддержала с министром по делам Северного Кавказа Львом Владимировичем Кузнецовым. И эта идея сегодня притворилась в жизнь. Вот первый фестиваль отборочный, в том числе, прошел не то что отборочно, а проверочно в Владикавказе. И дальше Гергиев обещал по всем регионам провести такие же встречи, такие же мероприятия. От нас там, мы там заслушали выступление легендарного, мирового известного Мариинского театра, конечно. Я вообще, честно говоря, впервые присутствовал на таком собрании и впервые вообще присутствовал в таких залах, где классическая музыка. И таким, с восхищением, с большим удовольствием. И отдельно была сделана программа. Валерий Гергиев с Денисом Мацуевым слушали наших детей. С каждой республики был представлен ребенок. От республики Ингушетия был наш Альберт Чадыжев, великолепный, хорошенький специалист, и с восторгом, и хорошая оценка Гергиева, знания, там, скрипки, у них своя технология оценки. Но если коротко сказать, мы обратим сейчас на это внимание. Я дал поручение до 10 октября собрать всех, кто у нас в этом направлении занимается, детей, взрослых. И, конечно, нам нужно будет поддержать это направление. Тем более сейчас ежегодно будут такие конкурсы соревновательные. И Гергиев, он добьется своего, что мы, главы регионов, обратим на это пристальное внимание, и мы сделаем все-таки, дадим возможность нашим детишкам, которые могут в этом направлении участвовать. Это и скрипка, это и пианино, это и рояль, это и много чего. В том числе и национальные виды такого направления музыкального искусства. Поэтому мне это понравилось, и я понял, что все-таки надо внутри республики искать наших звездочек, их надо поддерживать, их надо поднимать, им надо давать дорогу в большую жизнь. Министерство природных ресурсов и экологии России обнародовало ежегодный доклад об охране окружающей среды. И вот по его итогам, по его содержанию, получается, что Ингушетия вошла в число экологически чистых регионов. Понятно, что в этом направлении, соответственно, проделана большая работа, но вот какие проблемы все еще остаются актуальными? Проблем остается много. Я думаю, что жители республики видят это. Сколько было вот этих, буквально там, я помню, там года 4-5 назад я там несколько глав сел снимал с должности за несанкционированные свалки, да? Сколько этих было проблем. Конечно, мы их много-много проблем ликвидировали, в том числе и свалки несанкционированные, в том числе создали полигоны твердобытовых отходов, в том числе создаем там, строится завод, создали условия. Организовываются субботники, организовываются мероприятия, уборка и так далее. И ответственность там руководителя, она в разы выше, чем это было раньше. Но, тем не менее, проблемы есть. Но самая главная проблема – это неуважение отдельных жителей республики к своей республике, к своей земле, к своей родине, в конце концов, к самому себе. И городную часть, когда мы говорим, не враги, что приезжают, бросают везде мусор. Там, и у нас там, кому-то лень, да, кто-то говорит, что не созданы условия, что в шаговой доступности нет вот того, там, чтобы мусор бросить. Но это не повод для того, чтобы с машины в окно выбрасывать мусор. Там, что вот в этом есть сегодня проблема. Основная проблема в этом, когда даже те же стихийные свалки, это отсутствие элементарного уважения к самому себе наших некоторых жителей. И, конечно, мы здесь будем наращивать потенциал, и здесь будет в том числе выявление таких товарищей. Я, например, выразил свое недовольство нашим чиновникам, которые за год там оштрафованных за то, что несанкционированные свалки создают или бросает человек мусор, минимум десятки, не более. А их надо каждого выявлять, надо схему такую сделать, или видеокамеры, или там еще каким-то образом.
Их не то, что там наказывать, их чтобы по телевизору показывать. На месте преступления ловить, показывать по телевизору. Почему? Потому что не совсем красиво. Я был свидетелем сам, когда довольно взрослый человек, лет под 60, если не больше, просто вываливает, там, с машины остановил и просто там вываливает прямо в обочине, ему там же лень там куда-то зайти чуть подальше, там, чтобы не видно было даже, хотя это тоже нельзя делать. Он просто вывалил мусор, поехал, и я попросил там его, машину остановили, и, конечно, ему это было, я смотрю на него, для меня это было удивительно. А что в голове у этого человека, о чем он думает вообще? Я знаю, что он молится, он верующий, там, я у него спросил, там 2 раза на хаджи был, там, хадж совершил. То есть, казалось бы, человек со всех сторон должен являться примером. А с ним в машине сидит его жена, племянница. Насколько он должен без души быть человеку, так просто делать. Нам священнослужители все говорят, там, религия начинается с чистоты души твоей, от тебя самого. Это, конечно, надо учитывать, и мы дальше будем этот процесс наращивать. На этой неделе вы проводили большую встречу с именитыми спортсменами. Буквально каждое интервью мы говорим об их новых успехах, поэтому хотелось бы знать, о чем говорят они сами, какие свои проблемы озвучивают. Ну и раз мы заговорили о том, что вы общались с именитыми спортсменами, один из них, один из этой категории, Рахим Чехкиев, объявил о завершении карьеры. И как вы к этой новости отнеслись, в том числе? Я с пониманием отношусь к тому, что Рахим, хотя он мог бы и дальше выступать, но с пониманием отношусь. Почему? Потому что есть какой-то там определенный период у спортсмена, у человека, когда он принимает решение. Я думаю, что Рахим принял окончательное решение. Мы на следующей неделе встретимся с Рахимом, обсудим вопросы, в том числе у меня есть интерес, чтобы Рахим открыл свою школу профессионального бокса в республике. И чтобы на уровне там, ухода с большого спорта Рахима, чтобы это все не закончилось, а чтобы это все продолжалось уже в другом направлении. Я знаю, что Рахим в состоянии этого добиться, и у него есть сила воли для этого. Поэтому мы вместе обсудим этот проект и посмотрим. Что касается встречи, мы встречались с нашими дзюдоистами, которые показали великолепный класс, мастерство чемпионата России, который проходил в Нальчике. И если брать там в общекомандном зачете, мы заняли 1 место, если бы этот зачет к нам шел бы, в том числе наш один из, кто выиграл 1 место, который проходил по Ямало-Ненецкому автономному округу. Но тем не менее мы на 2 месте по общекомандному зачету, да, у нас в целом 2 золота, 2 бронзы. Это хороший показатель, отличный показатель. Я поблагодарил и ребят, и тренеров за их успешную работу. И на этой неделе у нас еще одна приятная новость из области спорта. Это наша парашютная команда заняла 1 место по округу на парашютных соревнованиях в Махачкале. Я уже говорил, да, представить себе там ближайшие 5 лет назад там хоккей, там парашютная команда, легкая атлетика, там и другие виды спорта для республики, это было там фантастика. Сегодня это есть, и это еще раз показатель того, что мы можем. Мы можем все делать, мы можем достичь больших успехов, мы можем по всем направлениям работать. Не надо только просто этого стесняться, а просто надо планово выстраивать схему и добиваться цели. Также на этой неделе говорили о судьбе муфтията. Мы знаем, что решением Минюста муфтият будет продолжать свою деятельность. Об этом вы сами заявляли неоднократно, о том, что у руководства республики нет такой цели ликвидировать муфтият. Но уже закрывая, наверное, окончательно этот вопрос, как бы вы прокомментировали? Я не думаю, что этот вопрос окончательно закрывается. Почему? Потому что те люди, которые стоят в руководстве муфтията, они не совсем правильно и не понимали никогда, и сегодня тем более не понимают своего предназначения. Я это еще раз заявляю. Почему? Потому что вот то разложение многих частей тамошней молодежи не в плане, там одни говорят отклонение, не отклонение, а в плане в том числе и роста наркомании, роста вот таких направлений, не богоугодных дел, там, роста там, разводов. Это вот именно вина муфтията. Не муфтията, а вот этих руководителей в муфтияте. Поэтому я еще раз заявляю, они не совсем правильно выполняют свои функции согласно общественной организации.
Я согласен с тем, что муфтият создавал не Хамхоев и не Мартазанов, которые сегодня сделали из муфтията себе семейный клан. Муфтият создавали авторитетные наши ученые алимы. Тех, которых нет, алгашнолцев, и они никогда не предполагали, вот, что до такого дойдет, что во главе муфтията станет какой-то клан, и они будут там руководить. Я согласен с тем, что многие имамы против ликвидации муфтията. Я сам тоже не стремлюсь к тому, чтобы ликвидировать. Я просто хочу поменять руководство. И так как я не имею на это законного права там, вмешиваться как чиновник, конечно, я хочу это все донести через имамов, которые сегодня, с одной стороны, придерживаются того устава, который себе придумали те же руководители муфтията. То есть они придумали такой устав, когда они сами себе ставят оценку, сами себе делают там. То есть у них над ними нет никого, как я уже раньше говорил, там, нет совета алимов. А сейчас еще глубже влезли в это сделано. То есть Хамхоев сам так называемый муфти, шариатский суд возглавляет Абдрахман Мартазанов, он же возглавляет совет алимов, у него же первым заместителем Хамхоев. Вот посмотрите, целый круг, да, вот. И, конечно, я понимаю, даже те, кто с ними рядом сегодня находится, они понимают и это. Я говорю то, что у многих там в душе, ну, они не высказывают это Хамхоеву в лицо. Я это говорю, там, всегда это говорил. Я говорю то, что у кого-то в душе, он хочет сказать, но не говорит. Мы даже сегодня самый даже слепой это все видит. И, конечно, авторитета такого руководителя муфтията, таких руководителей не будет. Да, будет в кругу, в своем узком кругу, а в целом не будет. А то, что там многие имамы не Хамхоева поддерживают, а поддерживают именно муфтият, это тоже я прекрасно понимаю. В том числе и мой помощник советник, и мой начальник управления по делам религии. Они тоже говорят, ну, мы, и те, которые с нами сегодня общаются, они тоже говорят, мы против ликвидации муфтията. Нельзя из-за одного человека выходить на ликвидацию муфтията. Но это опять же дело Минюста. Дело, есть правила выстроены. Муфтият, насколько я заслушивал руководителя Минюста, категорически отказывался выполнять или устранять те нарушения, которые они там представили. Поэтому сегодня они согласились, они подписали мировое соглашение. Посмотрим, как они устранят, не устранят. Если дойдет до уровня ликвидации, если муфтият, как общественная организация, руководство муфтията не устранит эти недостатки, я думаю, что пускай принимает решение. И если мы думаем, что каким-то митингом или выходом людей это все остановится, это не остановится. Но я все-таки надеюсь сегодня на наших священнослужителей, на наших имамов, которые, ну, в конечном итоге уже и самому Хамхоеву, его окружение тоже скажет, ну, уж хватит там играть с людьми, торговать эти должности и разлагать общество. Давайте вот каким-то образом поменяем курс, направление и так далее. Надеюсь на это. И еще одна тема этого вот, направления, религиозного этапа направления. Может, я точно не хочу делить, в том числе и тех, кто в тарикате, особенно в кадре тарикате, на своих, не на чужих. И сегодня пытаться говорить, что это вот сегодня, нет. Просто надо всем раскрыть глаза и посмотреть, что было буквально там 10 лет назад, даже 15 лет назад, когда при меня, я слышал, это не было. Это вот внутри это всегда было. И одним из главных там организаторов вот этого разложения именно в муфтияте во всех временах, там, если смотреть по цепочкам, ну, тот же Хамхоев. И все это знают прекрасно, и его все знают прекрасно. Уже там говорить о том, что кто-то сегодня это хочет делать, нет, конечно, это давно уже идет. Еще одна тема здесь, что мы все понимали правильно. Да, можно и выходить там, и поддерживать там каким-то образом. Но я просил бы все-таки, особенно священнослужителей, потому что если мы придерживаемся там и сунны пророка, и тем более, когда мы говорим про кадры и тарикат, про наш тарикат, про наш вирт, устаза, и мы, если по пути там Кунтахаджи идти, то нигде не сказано, что кто-то должен выходить против там чего-то там, митинговать или стоять. Я помню Далгашкол, когда убили нашего там, ну, просто великолепно известнейшего, который там
Сегодня, если был бы жив, он был бы там уже мировым известным там, богословом там, из Мурзиева Мусу. Я ж помню это все, когда я там призывал всех и там, и там, и там, и там, сам уже выезжал, там же собирал там маленькое совещание, прямо там, сам уже показывал, кто виноват в том числе. Да, мы нашли, мы наказали тех, кто это сделал. Некоторых уничтожили. Вопрос, ни один из этого окружения Хамхоева и он сам ни слова по этому поводу не сказали, кроме там выступлений там на месте. И никто не вышел, не сказал, там, это зло, это не так. Поэтому, конечно, сегодня можно. Можно и сотнями собираться. И крайний вопрос, это тоже есть тема такая. И Хамхоев, и ряд его там окруженцев, они мечтают вывести людей, они тогда мечтали об этом, и между собой обсуждали, чтобы именно власть начала дубинками их разгонять. То есть они думали, что мы пойдем на то, чтобы вот этих людей разгонять. Но, конечно, мы на это не пойдем. Но я просто хочу нашим жителям сказать, ну не идите на эти вещи, даже если я призываю, или Хамхоев. Мы не имеем права ни по закону, ни по Священному Писанию, ни по нашим адатам этого делать. Мы не имеем на это никакого права. Поэтому не идите на эти вещи, не выходите на эти улицы. Не надо этого делать. И не надо верить там каждому, что вот как бы. Почему? Потому что и в первом случае, и во втором случае, и в этом случае тем более. Они знали, что есть мировое соглашение. Не было необходимости кого-то там вводить туда. А когда тот же Хамхоев объявляет в муфтияте, что надо вот это выходить, но это опять же Минюст, и помимо Минюста органы правопорядка тоже туда направили, прокурор и другие направили бумаги, что, уважаемые, вы призываете людей. Это опять же закон. Но если те, кто по зову Хамхоева на улице выходит, тогда вы остановите его, чтобы он куда-то не призывал и не заставлял реагировать на эти его призывы органов правопорядка, которые там в любом случае должны среагировать на эти вещи. Но тем не менее, я еще раз повторяю, это решение Минюста, подписано мировое там соглашение, муфтият обязался ликвидировать те недостатки, которые у них есть. Я посмотрю, как у них это получится. Очень сомневаюсь, что они это сделают. А дальше пускай работают и Минюст, и муфтият в своих взаимоотношениях. Для меня, так как для главы республики, к сожалению, сегодня нет муфтия, нет шариатского суда, как бы они ни старались. То, что товарищ Мартазанов, чему я очень сильно удивлен, я не думаю, что он может быть таким человеком, всегда я его считал очень порядочным человеком и с уважением к нему относился. То, что он пригласил на шариатский суд Албогачиева Магомеда, и потом, после якобы шариатского суда, там, спорного вопроса, выставил его в интернет, YouTube, это говорит о полной нечистоплотности этого вот звена, этого направления. Он не имел никакого права, тем более Албогачиев, даже если бы он не был бы там бывшим муфтием, который стал, в том числе у истоков создания муфтията, даже если он был бы простым человеком, просто самым простым, он не имел права его выставлять в интернет. Это внутренние дела шариатского судьи, 2 человек. А он выставил то, что Магомед Албогачиев говорил, не в свое оправдание, обосновывал незаконность тех претензий, которые ему предъявляют. Это не показали то, что им надо. И вот эти приемы не совсем порядочные для священнослужителей, они же используются против ряда имамов, которые там когда-то выступали, и когда им надо, они их вот заготовки скидывают вот в интернет. Это еще раз говорит о том, что в подрыве авторитета и муфтията, и сегодня уже шариатского суда, они сами виноваты. Если завтра кто-то не пойдет на шариатский суд, говорит о том, что он не мусульманин, не имеет никакого морального права. Почему? Потому что они уже показали свое лицо. Свое лицо почему-то. Ну, это крайне. Я надеюсь, что и Албогачиев, и другие там, наши священнослужители дадут вот этому вот явлению, я только сам недавно об этом узнал, оценку. Это вопиющий факт
вообще в этом направлении. Как можно было человека, который пришел в шариатский суд, потом выставить в интернет? Какая была вредная? Вообще это, ну, это дикие вещи, это так нельзя ни в коем случае. Как они этого делают, как им это удается? И при этом многие им сказали, что вы не правы, а многие не говорят об этом. Я думаю, что Всевышний, конечно, их всех расставит на местах, кто, где, чего, как делал. Но в этом случае, в нашем, вот уже пока мы здесь на этом свете живем, конечно, это надо каким-то образом тем священнослужителям, которые там, независимо, поддерживают они это Албогачиева или не поддерживают, конечно, они должны дать оценку. Почему? Потому что завтра любой из них может быть на его месте, на его роли. Вас благодарим за интервью и по традиции желаем вам успешной недели. Успехов. Спасибо.